Добрый день, уважаемые эксперты. Меня зовут Зараняев Алгыстан, я ученик 6 класса Кептийской СОЖ села Кептин Горного Луса. И сегодняшняя тема моей работы – ископаемые гости мамонтовой фауны бассейна реки Синяя в местности Соколны села Кептин Горного Луса. Среди экспонатов Краеведческого музея села Кептин Горного Луса самыми интересными экспонатами на наш взгляд являются кости мамонтовой фауны. Возникает вопрос, какую историческую и научную ценность имеют данные экспонаты? Можно ли их назвать уникальными? Актуальность данной темы заключается в том, что эти экспонаты с точки зрения науки не исследованы. Находка, находящаяся в нашем музее, может заинтересовать ученых-палеонтологов, краеведов и историков, так как Центральная Якутия является менее перспективной в плане обнаружения остатков животных мамонтовой фауны, чем арктическая зона республики. Поэтому исследование данных костей мамонтовой фауны – это назревшая тема для изучения культурного наследия и краеведения села Кептин. Проблема исследования. Музей, где хранятся эти экспонаты, находится в труднодоступном отдаленном селе Горного Луса. Следовательно, о существовании таких уникальных экспонатов знают немногие. В Центральной Якутии, в частности в нашем Улусе, находка костей мамонтовой фауны – редкость. Мы нигде не нашли документальные факты об этих экспонатах, подтверждающие их наличие, ценность и значимость. Цель работы – исследовать ископаемые кости мамонтовой фауны села Кептин Горного Луса. Костные остатки мамонтовой фауны были обнаружены в среднем течении реки Синяя, что в 60 километров от нашего села Кептин в 1986 году. Их нашли в местности Соколны в 7 километров к югу от участка метеорологической станции Тонулах. Мы с научными руководителями провели экспертизу 8 костей и обнаружили, что они принадлежат в основном шерстистому мамонту, Mammuthus primigenius, и шерстистому носорогу, Коэлодонта антигуитатис. Первая кость. Правая берцовая кость шерстистого мамонта. Дистальная часть обломана, кость темно-коричневого цвета. В проксимальной части офис сохранился и выпал, что говорит о молодом возрасте животного в момент смерти. Вторая кость. Верхний левый коренной зуб мамонта. Зуб серого цвета, имеет 16 пластин, стертость пластин сильная, зуб принадлежал старому животному. Третья кость. Нижняя челюсть шерстистого мамонта. С последними коренными зубами челюсть принадлежал старой самке. Четвертая кость. Фрагмент черепа шерстистого мамонта, сохранился в затылочный мешелок. К сожалению, из-за плохой сохранности фрагмента невозможно определить половую принадлежность животного. Пятая бедренная кость шерстистого носорога. Это дистальная часть бедренной кости. Проксимальные части отсутствуют темно-коричневого цвета. Кость принадлежала взрослому полозрелому животному. Шестая бедренная кость шерстистого мамонта. Это проксимальная и дистальная части отсутствуют. Сохранность плохая, вдоль диафиза идет продольная трещина. Кость темно-коричневого цвета принадлежала взрослому полозрелому животному. Седьмая кость. Лопаточная кость шерстистого мамонта. Сохранность кости плохая, задние и передние края обломаны. Ось лопатки обломан, сохранилась только суставная впадина. Кость серо-коричневого цвета принадлежал взрослому животному. Восьмая заключительная кость. Грудной позвонок шерстистого мамонта. Сохранность средняя, тело позвонка обломано внизу. Остистый отросток цел, эфис закостенел. Темно-коричневого цвета принадлежал взрослому животному. В ходе исследования этой работы мы пришли к следующему выводу. Изучение мамонтовой фауны оказалось очень интересным и увлекательным. Второе. Оказалось, что кости мамонтовой фауны в нашем музее никому не интересны, не привлекают особого внимания, но сколько полезного я узнал. Третье. Кости мамонтовой фауны должны храняться в специально оборудованном месте с соблюдением температуры и влажности воздуха. Четвертое. Оказывается, при хранении зуба мамонта необходимо подвергать обработке, поскольку ДНК рассыхается и зуб расслаивается. Пятое. Уникальность этих экспонатов заключается в самом факте находа в Горном Лусе, что добавляет ценную информацию при изучении распространения древних животных мамонтовой фауны. Шестое. Эти факты могут быть использованы учеными при дальнейшем изучении мамонтовой фауны и их ареале обитания.
Седьмое. Мы в следующее лето планируем организовать научно-исследовательскую экспедицию в местности Соколовную с целью обнаружить искусственные остатки мамонтовой фауны. Восьмое. Для нас, для детей Севера, эти кости мамонтовой фауны являются нашим культурным и историческим наследием, которое мы обязаны передать своим потомкам. Данная работа – это начало моего намерения по спасению, сбережению и сохранению истории нашего родного края. Спасибо за внимание.